Я прошу каждую команду дать название своей команде и выбрать командира. В битве интеллектов сошлись две команды «Сдел» и «Команси». Им предстоит пройти 3 тура и ответить на более 20 вопросов, на обдумывание которых дается не более минуты. Правила интеллектуальной игры просты. Команда, которая знает ответ, должна прозвенеть в колокольчик. После краткого инструктажа в зале началась борьба умов. Ведущий задает вопрос. Команда, которая первой выдаст правильный ответ, зарабатывает 1 очко. Уровень подготовки студентов похвальный. Следующий вопрос. Назовите дату принятия Конституции Республики Ингушетия. 27 февраля 1994. За 30 секунд нужно успеть посоветоваться и дать правильный ответ. Все вопросы игры связаны с Днем образования Республики Ингушетия. Вначале проверяли свои знания по истории становления региона, географических аспектах, затем перешли к традициям. Итак, ребят, следующий вопрос. В годы депортации ингушей в Казахстан его боевой отряд Горной Ингушетии наводил ужас и страх на карательные войска НКВД. Назовите имя этого человека. Ваш ответ? После второго тура у обеих команд равный счет. Третий тур решающий. Организаторы турнира подготовили для команд сканворд из 10 вопросов. Чтобы решить пасхалку, нужно ответить на все вопросы и узнать ключевое слово. На все это дается 5 минут. Команды не желали уступать друг другу, но «Сдел» все же опередил своего оппонента и стал победителем. Несмотря на то, что мы переживали, мы все-таки ответили и победили. Так как эти вопросы были по поводу Ингушетии, они были очень интересны. Также все-таки, если говорить правду, узнала некоторые вещи для себя. Было интересно. Участники команды «Команси» приняли поражение спокойно. Разрыв был несущественным. И плюс ко всему, главное – это веселое времяпровождение. Магомед Бузуртанов, член команды, говорит с радостью, еще раз поучаствует. Сегодня для себя он узнал много нового о родном крае. Было очень интересно. Я много узнал. Игра проходила в формате Brain Ring. Организаторы интеллектуальной игры решили таким способом проверить знания молодежи и понять, нужен ли такой формат экзаменирования. Участники проявляли большую активность, давали правильные ответы, и мы остались очень довольны проделанной работой, и в ходе которой мы вспомнили очень важные моменты становления нашей республики и проверили, кто из них лучше знает историю. В конце игры мы вручили подарки и поздравили с победой. Это не первая игра на площадке мемориального комплекса. Сотрудники музея стараются регулярно организовывать подобные интеллектуальные мероприятия. Уже на следующей неделе музей запланировал еще одну акцию, где темой обсуждения станет наркомания. Лина Цычоева, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.